Это последствия возгорания 6 хозпостроек на улице Суворова в Сосногорске. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. А эта трава полыхает на окраине Ухты в районе улицы Пушкина. 3 ландшафтных пожара ликвидировали ухтинские огнеборцы в минувший понедельник. Их причиной предварительно стала неосторожность человека. Самое страшное при таком горении – непредсказуемость огня. Ландшафтные пожары – это зачастую неконтролируемые пожары, которые распространяются с большой скоростью и на большой площади. Ущерб от них причиняется не только населению, но и природе. В том числе опасность этих пожаров заключается в том, что они могут распространиться на строения и лесные насаждения. По счастью, поблизости на месте происшествия не оказалось дач или других хозяйственных построек, а лес отделен от полей рекой. Но что случится, если подобное возгорание произойдет в районе дачного массива? Ничего хорошего, дачный сезон уже начинается. Ухтинцы приводят в порядок дворы и огороды, очищают от прошлогодней сухой травы. Ухтинка Лариса Курбанова в этом сезоне впервые пришла на участок. Нужно собрать высохшие стебли, часть пойдет на удобрение грядок, часть мусора будет сожжена в металлической бочке. Обезвредить огонь дачница готова. Есть у меня эти самые баллоны, есть, аж 3 штуки вон стоят. Если что, так набрызгаем. И вода тут, и все. На моторчик, и шланга польем. У нас все чики-брики. Однако спасатели рекомендуют каждому дачнику не забывать о простых правилах, что помогут избежать пожара, а не бороться с его последствиями. Их нужно придерживаться и тем, у кого есть под рукой и вода для тушения огня, и огнетушитель. При сжигании сухой растительности, горючих материалов необходимо соблюдать не менее 15 метров от строений. Радиус зоны очистки должен быть не менее 10 метров. При этом, если сжигание происходит у нас в металлической емкости, то расстояние допускается уменьшать вдвое. Место использования открытого огня должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. Также телефонной связью для вызова пожарной охраны. По окончании использования открытого огня очаг горения должен быть залит водой или засыпан песком до полного прекращения горения и тления. Соблюдение нехитрых, но важных рекомендаций поможет провести лето на даче с удовольствием, а главное – безопасно. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.